А Надежда, кто же автор этих прекрасных панно и как удалось установить авторство? На самом деле автор не один, а авторов двое. И долгое время мы думали, что автор этих панно – это Сергей Добряков. Это человек, с которого, в общем-то, и начиналась мозаика в нашем городе. Это институт напротив. А вот эти работы мы долго сомневались, потому что они, в общем-то, не похожи на его стиль, на его почерк, но долго не могли найти авторов. И вот совершенно недавно в архиве удалось найти документы, которые нам об этих авторах говорят. Это наши классики, наши самые, наверное, известные художники Рем Николаевич Ермолин и Станислав Ефимович Торлопов. Такой проект, именно вот этих всех 6 сразу томов. Первое панно они создавали вместе, это вот шахтеры, и потом каждый делал по отдельности. Как все это создавалось? На самом деле они создавали сначала проект, цветной картон, потом рисовали шаблон прямо в натуральную величину. Было такое называемое авторское руководство, то есть когда они уже создателями, строителями, да, просто были и руководили отливкой вот этих панелей, которые потом здесь и замонтировали. Получается, авторство панно, оно не указывалось. То есть те, кто оформлял наши города, они неизвестны. На самом деле, да. На самом деле, да, за редким исключением, особенно в начале, в 60-е, 70-е годы, это считалось оформительской работой и, может быть, рангом немножко пониже, чем художественная, творческая работа. И поэтому, в общем-то, когда люди ушли, все, мы уже и не знали. То есть, когда возник интерес именно к этим панно, оказалось, что нам неоткуда взять информацию. Если говорить о художественной ценности, что вы можете сказать? Но поскольку я уже сказала, это наши корифеи коми-искусства, то и уровень этих работ, конечно, очень большой. Это очень ценная работа.